Здравствуйте, дорогие зрители! Вас приветствует Кондрашин Александр, директор агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха-Якутия. И с вами программа «Якутская значит». Агентство помогает предпринимателям Якутии реализовывать свои инвестиционные проекты и выходить на внешние рынки. Сегодня у нас в гостях Николай Потапов, изобретатель, предприниматель, создатель, разработчик проекта, продукта Vidroid. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вам пришла идея создать робота-уборщика? Это не самая, наверное, очевидная идея в Якутии. Но это очевидная идея глобальная. Бизнес уборки, он как в Якутии, так и в любой другой стране. У меня клининговая компания, и там есть определенные проблемы. Люди приходят, люди могут не приходить на работу. Из-за деятельности людей может быть подорвано качество уборки. Поэтому, чтобы человеческий фактор обезопасить, я провожу автоматизацию и произвожу роботов-уборщиков Vidroid. Ну, получается, что главная проблема, с которой вы столкнулись, это то, что называется human error, да, человеческая ошибка, проблема с человеком. Не только. Это ежедневный, рутинный труд, где очень мало денег, где люди зарабатывают небольшие деньги, мотивация низкая, но это глобальный рынок. Этот рынок есть как в нашем регионе, так он во всех других регионах мира. Ну, это та профессия, которую машины в ближайшее время должны помочь нам делать. Самостоятельно этот труд может автоматизироваться, люди смогут заниматься чем-то более творческим. Скажите, как появилось название Vidroid? Оно довольно забавное. Это был молодежный проект нашего стартапа. Когда мы столкнулись с проблемой качества уборки, мы решили обратиться в университет. Ученые университета, Северо-Восточного федерального университета, помогли нам разработать проект. Но у нас были споры и трения по названию. В один прекрасный день, когда у нас была защита проекта перед ректором университета, я поставил название Vidroid, как шуточное. Но это ведро на колесах, я сказал. Да, это был наш слоган. Но на сегодняшний момент вышло так, что название прижилось, всем понравилось. Ну, это получается прямо почти как было название компании Apple. Какое-то было совещание, и Стив Джобс сказал, если никто не придумает название лучше сегодня, то мы назовем компанию «Яблоко». На столе лежало яблоко. Примерно так. Но это был у нас нетворкинг. И день завершался. Люди были уставшие. Мы немножко эндорфины приняли, радости, и удивились. Отлично. Скажите, почему мы с вами говорим об инвестициях, экспорте? Потому что у вас уже есть прототипы, вы уже на достаточно продвинутой стадии для венчурного проекта. Расскажите о том, какие были осуществлены у вас первые продажи, как они реализовались, какие у вас планы по сбыту? Первые продажи были в Республике Казахстан. Мы сбывали роботов клининговым компаниям Республики Казахстан. Также мы сбывали роботов в индустриальный Урал, Уральский федеральный округ, для клининговых компаний, которые обслуживают большие объекты. Мы поставляем и производим промышленных роботов. Это большие роботы, не маленькие колеса, не маленькие блюдца, а большая колесная техника. Сейчас роботы Vidroid, они получили новое назначение. Помимо того, что они должны выполнять простую ежедневную уборку, они сейчас должны еще и заниматься дезинфекцией. А в свете последних событий это довольно актуально. Поэтому мы обратились в фонд Сколково и благодарим Технопарк Якутия, которые помогли нам оформить заявку, подать документы, правильно найти свой проект. Ударим Vidroid'ом по коронавирусу. И в этом тоже. Ну, я думаю, что ваши акции сейчас растут. Расскажите, как ваши роботы попали, ну вот вы с самого начала сказали Казахстан, то есть с самого начала этот проект рассматривается как потенциально экспортный, который может быть успешен на внешних рынках. Наверное, первый якутский проект, высокотехнологичная продукция именно может выходить на внешние рынки. Ну, в России у вас, наверное, тоже планов громадье. И была информация, что ваши роботы уже ездят по Киевскому вокзалу, по аэропорту Домодедово. Информацию подтверждаю. Домодедово нам позвонила этим летом 2019 года и обратилась с предложением
в том, чтобы провести уборку на территории модулей, на территории объектов, испытания провести. Параллельно нам позвонили представители российских железных дорог, РЖД России, и предложили тоже приехать в город Москву, показать, как техника работает на Киевском вокзале. Мы в сентябре 2019 года выехали в Москву, сделали презентацию и остались довольными ею. Но в целом там выявили ряд проблем с нашей техникой, с роботами, которые на больших площадях при большом поступлении людей начинают теряться. Техника может давать замечания. И поэтому мы приняли решение пока приостановить продажи, которые уже начались, а максимально сконцентрироваться на качестве продукта. То есть вам нужно сейчас доработать продукт и сделать инвестпроект по серийному производству, да, перед тем, как вы сможете переварить таких клиентов. Понимаете, это был первый звонок нам. Мы никому не звонили. В Казахстан мы тоже не звонили. Мы делали роботов только для своей клининговой компании. И когда мы были вынуждены. Да, и были вынуждены решать только свои клининговые проблемы. После этого позвонили из Казахстана, из Урала, из Домодедово, из РЖД. А благодаря вам, вашей компании, агентству, мы поехали в Москву, в Сколково. И на открытых инновациях 2019 мы встретились с представителями самых сильных клининговых компаний России, которые нам сделали несколько предзаказов. Их интересует наша техника по нашим ценам, умеренным ценам. Здорово, здорово. Получается, что спрос немножко пока опережает предложение, но надо с этим, значит, нам работать. Насколько я понимаю, это происходит именно потому, что ваш продукт конкурентоспособен, то есть он дешевле, лучше, чем другие аналоги. Вы его как-то сравнивали, как он себя показывает в сравнении с конкурентами? У нас есть глобальные конкуренты на рынке. Это компании из Швейцарии, из Германии, из Японии. Это из технологических высокоразвитые компании, глобальные. Мы небольшой стартап. Мы делаем продукты для очень приземленного бизнеса, для которого это будет инструментом экономии расходов, инструментом решения повседневных продаж, повседневных проблем. Это не крутой товар для, скажем, выставок, это просто автомат Калашникова, который должен работать и стоить дешево. У него и название ведро, это ведро на колесах. Это не просто обычный робот делается для красивых выставок, для какой-то красивой экспозиции. Нет, это простейшее устройство массового производства на глобальный рынок. К сожалению, сейчас мы обнаружили, что есть ряд сложностей, потому что в России нет той компонентной базы, которая нужна для этой электротехники. И мы вынуждены ее экспортировать, точнее импортировать, привозить из Китая, перепрошивать. Мы их хакаем, мы их переделываем под нас. И получается обратный инжиниринг, как там, реинжиниринг. Реверсный инжиниринг, да. Реверс, да. Но по сути мы переизобретаем. Поэтому нам нужна поддержка фонда Сколково для того, чтобы нам доверили деньги на, внимание, на исследование и на доработку продуктов. Не надо продавать. Покупатели есть, глобальные покупатели. И они сами нам в город Якутск звонят. Чтобы мы из Якутска привезли и поставили роботов и помогли людям мыть полы. Ну, как же нам тогда быть? Как мы, получается, можем сейчас ускорить процесс на этой фазе? То есть получается, что вам сейчас нужно, во-первых, значит, прежде всего найти того инвестора, который поможет пройти вот эту фазу доработки продукта, прежде всего, да, а не продать продукт. Да, вы правильно говорите, Александр. В нашем технологическом проекте он достаточно сложный. Мы 3 года в этом проекте работаем и уже провели более 400 неокров, то есть научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Часть наших сотрудников уже кандидаты наук, технических, аспиранты, ведущие ученые в республике. Представляете, маленький Якутск, какой дает большой КПД технологический. Но вы правы, нам нужны новые исследования, новые разработки. И не просто на коммерциализацию, а на вот этот
те изобретения, которые существуют, просто правильно упаковать, закомпоновать и запрограммировать. Не надо много вкладывать в это. Они очень дешевые разработки, они лежат прямо перед тобой. Здесь вы говорите не только о своем, я думаю, проекте, но и о других проектах, с которыми вы сейчас работаете в университете. Насколько я понимаю, университет вас пригласил сейчас поработать с другими потенциально начинающими предпринимателями в сфере высоких технологий, помочь им построить свои бизнесы, ну и вы как символ, как успешный пример того, как наука может зарабатывать деньги, им помогаете построить свой бизнес. Ну, получается, что на вашем успехе многое завязано? В какой-то мере я привлеченный сотрудник для университета. И почему я вернулся в университет? Для того, чтобы правильно помочь коммерциализировать стартапы, раз. Помочь ученым зарабатывать деньги, два. Но три. У нас очень серьезные молодые ученые, которые своей цены еще не знают. А профессиональные предприниматели, которые, приходя в ту структуру, где еще нет вот этого технологического прорыва, они помогают им правильно настраиваться. Фактически я занимаюсь хантингом. Хедхантингом? Хедхантингом. Я нахожусь прямо на бифуркации, прямо стою прямо на Ла-Манше. Да, это здорово. Ну, то есть получается, что ваша работа в университете должна значительно усилить ваш проект? В первую очередь усилить проект Ведроид. Второе, усилить работу нашего макрорегиона. Ведь мой интерес производить роботов здесь, в городе Якутске. Почему в городе Якутске? Потому что в городе Якутске есть те исследователи, те сотрудники, которые не будут косячить, когда ты работаешь на удалении. Многие компании предлагают свои заводы открывать в Китае, в других регионах. Под ключ. Но тут сразу же теряется контроль качества, ответственность снимается. И второе, самое обидное, то, что тут же появляются копии. Понятно. Да. Ну, то есть получается, что OEM потенциально, да, как называется это OEM, когда ты делаешь что-то под заказ под ключ, отправляешь ТЗ, тебе присылают готовую продукцию, для вашего проекта не подходящий вариант, но значит Якутии повезло. Да, повезло. И к тому же из Якутска поезда, машины едут пустыми. Да. Возможно, будет эффект обратной загрузки. Да, эффект обратной загрузки. Тогда они будут ехать практически бесплатно. Ну, здорово, значит, тогда будем дальше вместе работать. Но, как мы запланировали с вами, когда техническое решение ваше будет готово, агентство легко сможет выпустить для вас, доработать уже он в значительной степени готов ваш инвестиционный проект. Я думаю, что это позволит компании сразу делать серийное производство, так что осталось дело за немногим. Совершенно верно, совершенно верно. И что нравится мне в нашем рынке, да? Вот в нашем роботизированном рынке рынка нету. Его нету. Пока нет. Пока нету. Мы сейчас находимся в уникальной такой атмосфере, где есть огромный спрос, где есть что-то вроде предложения, но люди не знают, что конкретно надо. А наша команда, она выходец из этой среды, и мы точно знаем, что нужно нанести какой точечный превентивный удар, чтобы получить массовый эффект. Поэтому мы знаем, куда идем. И даже когда появляются стартапы, похожие с нашими разработками, или же мы общими разработками, это ничего страшного. Пусть ребята из Никарагуа, из Мексики тоже делают роботов. Пусть они производят роботов для игр, но мы-то производим конкретно для живого бизнеса, из которого мы вышли. И этот бизнес, он глобален. Ну, круто, что он глобален, круто, что он нужен везде. Это значит, что у компании есть большая перспектива. Может быть, моющих роботов, знаете, как салфетки в Америке, например, называют только Kleenex, да, там копирующая машина Xerox по названию бренда, а моющие роботы будут во всем мире называть Ведроид. Правильно. Ну, давайте тогда с вами сформулируем. Название передачи называется «Якутская значит». Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Якутское, оно значит какое? Якутское значит инновационное. Ну, значит, инновационное.
Спасибо, Николай. Спасибо, Александр. Спасибо за эту беседу. Спасибо, уважаемые зрители. Это был выпуск программы «Якутская значит». Ждите новых выпусков. Оставайтесь с нами.